В Ленске произошел похожий случай. Покусана собаками 11-летняя девочка. Общественность взбудоражена. Как в Ленске решают проблему с бездомными животными, узнала Анна Кожевникова. Говорят, в России две беды – дураки и дороги. В последнее время к ним добавилось полчища бездомных собак. В Ленске опять стая безнадзорных животных покусала ребенка, 11-летнюю девочку в микрорайоне Алроса. И это уже не первый случай за 3 месяца 2021 года. В полиции 30 подобных заявлений. Но сотрудники внутренних органов вынуждены отказывать в возбуждении уголовного дела. Так как у нас, согласно комментариям статьи 24 УПК Российской Федерации, следует, что отсутствие события преступления признается основанием к отказу возбуждения уголовного дела, если причинение вреда было вызвано неуправляемыми силами природы или животными. То есть в нашем случае это собаками. Полиция, в свою очередь, направляет уведомления главе города и представления в адрес некоммерческой организации, которая занимается отловом безнадзорных животных. Как сообщают представители НКО, эта задача непростая. Эти собаки нас уже знают, знают нас, знают машины, знают, что такое собаколовка, знают, что такое петля. И, естественно, сторонятся. И отлов таких собак, соответственно, он затруднен. Тем не менее, работаем в этом году. Закупили дополнительное оборудование, это дротики со снотворным, то есть и в том числе какие-то застарелые заявки по агрессивным частично, удается закрыть собак этих, отловить. Конечно, не по своей воле животные оказываются на улице, но и те дети, что пострадали от пасти зверя, не виноваты в бездомной жизни этих собак. Метод ОСВВ – это отлов, стерилизация, выпуск, вакцинация и выпуск животных, естественно, не решит эту проблему. Естественно, инстинкты животного, звериные инстинкты животного никуда все равно не исчезают. В Ленске в числе первых в республике появился приют для животных. В конце прошлого года построили дополнительные вольеры, но больше 60 собак они не вмещают. Также закуплено специальное оборудование и спецтранспорт для отлова собак. В этом году выделено свыше 5 миллионов рублей для этих целей, тогда как раньше эта сумма не превышала 300 тысяч. Все законы приняты, получается, о защите животных. А кто защитит наших детей? Конечно, это для хозяев. Их собака самая добрая, самая хорошая, но это не значит, что ваша собака будет так же добра ко мне, к чужому абсолютно человеку. Тут их чересчур много, этих собак. Было один раз случай, что утром на работу, когда идешь, толпа собак. Приходится отбиваться, но... Закон сегодня призывает людей к гуманности и оберегает безнадзорных животных. А кто защитит нас и наших детей? Большинство ленчан сегодня пришли к выводу, что спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. И как обезопасить себя и своего ребенка от лап и зубов этих, с первого взгляда, вполне милых бездомных собак, каждый выбирает способы и методы сам. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск.